Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Нью-Йорк Рейнджерс проиграла Нэшвиллу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-5. В составе победителей шайбы забросили Рока Гримальди, Роман Йоси, также Матиас Акхольм и Райан Эллис. У проигравших отличились Крис Крайдер на 12-й минуте игры и россиянин Артемий Панарин, 48-я минута матча. В турнирной таблице Западной конференции Нэшвилл поднялся на 11-е место, набрав в 32 матчах 35 очков. Рейнджерс идут на 9-м месте на Востоке, имея в активе 36 очков после 33 игр. На гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу Лацио обыграл Кальяри. Результат встречи 2-1. Счет на 8-й минуте открыл Джованни Симеон. Лацио отыгрался голом, автором которого стал Луис Альберто. А на 8-й минуте встречи отличился бывший нападающий московского «Локомотива» Филиппе Кайседо. В турнирной таблице Кальяри занимает 5-е место, набрав 29 очков. Лацио с 36 баллами расположилась на 3-й строчке. Первые два места занимают Интер и Ювентус. 4-й идет Рома. В следующем туре Кальяри 21 декабря в гостях сыграет с Удинезе. Лацио 5 января также на выезде встретится с Брешией. Инструктор по серфингу из бразильского города Сан-Себастьян в канун Рождества облачается в костюм Санта-Клауса. Он мчится по волнам, чтобы поздравить детей на пляже. Вера волшебника по-прежнему жива, и главный герой следующего сюжета не собирается никого разубеждать. Подробности расскажет Сергей Берец. Какой подарок к Рождеству самый желанный для серфингиста? Хорошая волна. Оказавшись на пляже Маресиас в бразильском штате Сан-Паулу, каждый может лично попросить об этом Санта-Клауса. Тем более, что он настоящий мастер своего дела. Каждый год в декабре инструктор по серфингу Карлош Бая облачается в наряд рождественского деда-волшебника, чтобы лихо промчаться по крутым водным гребням и поздравить детей и взрослых с праздником. Задача не самая простая даже для профессионала, говорит Карлош. Мокрая шуба, шапка и борода едва позволяют удерживать равновесие. Мешающую смотреть маску того и гляди смоет с лица. Но на что не пойдешь ради веселого представления для самых благодарных зрителей. Это очень забавно. Видите ли, дети верят в Санту, и эта вера по-прежнему жива. Они играют со мной, таскают за бороду, развлекаются. Те, кто постарше, говорят, это все шутка, неправда. Но потом и они начинают сомневаться, ведь им тоже это нравится. Маскарад Карлоша преследует еще одну цель. Он агитирует местных бизнесменов делать пожертвования, а вырученные от благотворительности средства идут на подарки к Рождеству для детей из малоимущих семей. Бронзовый призер юниорского финала Гран-при сезона 2019-2020 годов по фигурному катанию Даниил Самсонов выступит в составе сборной России на зимних юношеских Олимпийских играх, проведение которых запланировано на 2020 год в швейцарской Лозанне. Также в составе российской команды выступят Андрей Мазалев, Виктория Васильева, Ксения Синицына, спортивные пары Диана Мухамедзянова и Илья Миронов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, танцевальные дуэты – это Ирина Хавронина и Дарио Чиризана, София Тютюрина и Александр Шустицкий. Состав сборной России на юношеские Олимпийские игры исполком Олимпийского комитета утвердит на заседании 24 декабря. Соревнования пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года. Стали известны все участники полуфинала заключительного 4-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации, который проходит в Иерусалиме. Ян Непомнящий вышел в полуфинал этапа. Также вышли чех Дэвид Навара, француз Максим Вашье-Лаграф и китаец Вэй И. В полуфинале российский шахматист встретится с Вашье-Лаграфом, Вэй И с Наварой. По итогам 4 этапов Гран-при 2 лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира в следующем году. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря в случае таймбрейка в финале. Саудовская Аравия с 1 по 16 декабря провела фестиваль соколов имени короля Абдель-Азиза неподалеку от столицы страны Эр-Рияда. Цель мероприятия, по словам организаторов, повысить осведомленность арабского мира о необходимости сохранения популяции этих диких птиц. Подробности расскажет Анастасия Дмитриева.
Стремясь остановить истребление соколов, в Саудовской Аравии собрались сотни владельцев хищных птиц со всего региона Персидского залива. Фестиваль соколов имени короля Абдель-Азиза прошел неподалеку от Эр-Рияда во второй раз. Сюда приехали участники из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна. На смотр привезли в общей сложности 2200 пернатых охотников. В конкурсе «Самый быстрый сокол» на дистанции 400 метров участников поделили на две категории – любителей и профессионалов. Специально обученный человек размахивал перед соколом искусственной птицей, привязанной к веревке. А благодаря современным компьютерным технологиям специалисты на старте отслеживали скорость передвижения охотника на всем маршруте. В системе синхронизации датчиков мы используем ту же технологию, что и в Формуле-1 в других современных соревнованиях – фото-финиш. Второй вид конкурса в рамках фестиваля «Самый красивый сокол». Как объявил саудовский клуб, отвечающий за организацию, призовой фонд в этом состязании составляет 3 миллиона реалов или почти 800 тысяч долларов. От такого, вероятно, не отказалась бы и менее пернатая участница конкурсов красоты. Многие века соколиная охота считалась любимой забавой у властителей Ближнего Востока. Птиц отлавливали во время перелета через Аравийский полуостров. Со временем миграционные потоки стали иссякать. За хорошо натренированных соколов знать готова платить $1000. В результате образовался огромный черный рынок торговли, что ставит под угрозу само существование этого вида пернатых. Власти королевства недавно создали заповедники, где отлов соколов запрещен, а также открыли птицефермы для разведения хищных пернатых. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей спорта на Якутия 24.